И после этого они будут нам рассказывать, что у них все под контролем. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как город-энергетиков Нурек не смог выполнить план по налогам. И что это значит? Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого актуального. Вклад Нурека, города-энергетиков, в проект бюджета Хатлонской области уменьшен, так как он не смог исполнить предыдущие планы на этот год. Несколько недель назад на пресс-конференции председатель города Нурек Дилшот Асазада признал, что такая проблема существует. Он сказал, наша доля в областном бюджете составляла первоначально 15 миллионов сомани. На областной сессии депутатов области бюджет во втором квартале был уменьшен до 11 миллионов. А сейчас мы на основании подведения итогов 6 месяцев внесли изменения в бюджет, и теперь у нас план по доходной части составляет 9 миллионов. Глава администрации Нурека объяснил причины неисполнения доходной части бюджета. В качестве причины он привел те компании, которые, работая на строительстве Рагунской ГЭС, платили налоги в Нуреке, а по словам Асазада, строительные компании, работающие в Рагунской ГЭС, не заплатили налоги. Это была первая причина. Он при этом выразил надежду, что до конца года эта проблема будет решена. В доходную часть бюджета Хатлонской области вклады вносят города Бахтар, Левакант, Нурек, а также Яванский и Дангаринский районы. За их счет покрываются расходы бюджета и выделяются дотации для других районов области. На эти же цели идут средства из республиканского бюджета. Курбон Хекимзода, председатель Хатлонской области, сказал по этому вопросу. Если не ошибаюсь, в первом полугодии в бюджет области не поступило более 8 миллионов сомани доходов со счетов города Нурек. Мы все это проанализировали, подсчитали и, соответственно, уменьшили расходную часть по другим городам и районам. И на сессии народных депутатов Хатлонской области этот бюджет полностью поддержали. Как вы относитесь к тому, что у нас никак не решится вопрос с электроэнергией, со строительством станций, с вводом в эксплуатацию? Вечно эти проблемы, и еще мы молчим про энерголимит. Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В Нуреке помимо промышленных предприятий свой вклад в бюджет вносят производящие электроэнергию Нурекская и Байгазинская гидроэлектростанции. Однако эти ГЭС платят в бюджет города только социальные налоги. Главный доход напрямую идет в бюджет страны. По словам экспертов, такое перераспределение доходов от крупных предприятий в центр наносит ущерб местным бюджетам. В результате города и районы становятся зависимыми от области и республиканского центра. Экономист Фазилджон Фатулоев говорит, первая причина в централизации значительной части доходов бюджета за счет крупных компаний. Заключается она в том, что это снижает возможность их нецелевого использования. Если взять дело, например, бывшего мэра Куляба Бахрама Инаядзада, часть доходов которой использовались не по целевому назначению, использовались именно из доходов местных бюджетов. Помимо тех средств, которые были потрачены на эти проекты, часть из них также была использована не по назначению. Поэтому централизация доходной части бюджета – это один из инструментов предотвращения нецелевого использования доходов местных бюджетов. Снижение доходной части бюджета привело к тому, что Нурек не смог выполнить свой план по платежам в областной бюджет. Полученного дохода хватит лишь на выплату зарплат бюджетникам города. Мы не выполнили план по налогам, не смогли исполнить доходную часть областного бюджета, но мы полностью погасили задолженность по заработной плате, отметил Асазада. Как вы относитесь к тому, что бизнес, предприятия в Таджикистане с каждым годом все хуже и хуже выполняют свои обязанности? Как вы думаете, почему это происходит? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!